Инициативы партии ЛДПР обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Иван Сухарев, депутат Государственной Думы 8-го созыва, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Иван Константинович, здравствуйте. Да, добрый день. Поздравляем вас с избранием в качестве депутата Госдумы 8-го созыва. Какие планы вы перед собой ставите? Что самое важное? Да, спасибо. Самое важное, как обычно, для депутатов от ЛДПР, старейшей партии в истории современной России, это общение с людьми. Потому что только общаясь с нашими уважаемыми гражданами, можно выявить те проблемы, острые проблемы на сегодняшний день, которые их волнуют, и попробовать их как-то решить. Безусловно, конечно, те вопросы, которые задают люди, касаются в первую очередь пенсий, заработных плат, низких заработных плат и низких пенсий. И, конечно, отсутствие достойных рабочих мест, особенно это касается, конечно, сельской местности. Мы не говорим про Уфу, хотя и здесь бывают свои проблемы. Конечно, это общение с людьми в первую очередь. Это, я считаю, первая обязанность депутата, потому что если не общаться с людьми и писать какие-то законопроекты, наблюдая за тем, что происходит внизу на улице, из окна служебного кабинета, либо из окна служебного автомобиля, собственно говоря, ты ничего полезного для людей не сделаешь. Потому что мы помогаем как адресно отдельным людям, так, если проблема касается большого количества людей, мы, конечно, вносим нужные для решения этого вопроса законопроекты. Иван Константинович, состоялась встреча избранных депутатов Госдумы вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым. Он отметил, что независимо от того, какой партии принадлежат депутаты, да, все-таки в первую очередь у всех интересы Башкортостана. И он поставил задачу сохранять политические каркасы и плюс участвовать в продвижении интересов республики. В этой части как вы характеризуете вот эту состоявшуюся встречу? Ну, встречи такие у нас уже были и в 2018 году, когда были обозначены направления, на которые стоит обратить внимание нашим депутатам по привлечению в том числе бюджетных денег. На сегодняшний день уже поправки ко второму чтению были внесены, поэтому, к сожалению, мы лишены этой возможности, несмотря на то, что один из депутатов у нас является членом комитета по бюджету. Но, между тем, хотелось бы отметить, по итогам выборов мы сохранили, в принципе, такую демократичную конструкцию в рамках республики. Я имею в виду количество партий. То есть, в отличие от соседнего Татарстана, в Башкирии у нас 4 партии. Там, хочу отметить, одна партия – это «Единая Россия». Здесь у нас 4 партии – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и, собственно говоря, гражданская платформа, член которой вошел также во фракцию ЛДПР в Государственной Думе 8-го созыва. Я говорю про Рифата Шайхутдинова. А что дает такая конструкция? Многопартийная? Многопартийная конструкция дает нам возможность критиковать и предлагать. Понимаете? Потому что «Единая Россия» – это партия власти, и, собственно говоря, как она может сама себя критиковать и что-то предлагать. Это, наверное, будет неправильно. А мы имеем такую возможность. Но, между тем, у нас есть общие задачи, работа на благо жителей республики. И именно на это направлена деятельность всех депутатов вне зависимости от партийной принадлежности. Об этом говорил как раз руководитель республики Хабиров, что у нас задачи одни. Тем более, то есть, нас ждет 450-летие, в частности, и об этом шла речь, и выступал Греков в том числе. Будем заниматься всеми вопросами, поставленными задачами в рамках своей депутатской деятельности. В первую очередь, это общение с людьми, конечно, и написание запросов, нужных законопроектов. Ну и, конечно, по мере сил и возможностей будем работать с министерствами и в рамках своих комитетов, я имею в виду свой новый комитет по вопросам собственности, земельным, имущественным отношениям. Это новый комитет для меня, но между тем, как для юриста, он мне ближе, нежели религиозные объединения. Поэтому мы надеемся на конструктивное сотрудничество здесь, внизу, с исполнительной властью, ну и, конечно, на федеральном уровне, что должно принести по итогу пользу жителям республики.
Иван Константинович, раньше вы курировали 2 региона, сейчас их у вас 6. Что важное в этой части? Ну, работы прибавилось, потому что депутатов у нас уменьшилось практически в 2 раза. Уменьшился численный состав депутатов от ЛДПР. Было 40 человек, сейчас 21, ну плюс 2 депутата от других партий, собственно говоря, в том числе Рифат Шейхутдинов. 23 человека, поэтому это не так много. Но между тем мы остаемся старейшей партией, и мы каждый раз оказываемся в Думе, продолжаем свою работу. Мы работаем не от выборов к выборам, работаем постоянно. Понятно, что нагрузка увеличилась именно в связи с этим, и поэтому все-таки 6 субъектов, и достаточно они удалены друг от друга, в том числе Хабаровский край. Все остальное находится ближе к нам. Я говорю про Кировскую область, Марий-Эл, Удмуртия в том числе. Но на первом месте для меня всегда будет Башкирия. Потому что здесь я родился и вырос в городе Уфе, Черниковке. И, конечно, на первом месте всегда будет Башкортостан. Давайте обсудим инициативы партии ЛДПР. ЛДПР предлагает ввести единое понятие многодетной семьи. Для чего? И что вы вкладываете, какой смысл вот в это понятие? Ну, собственно говоря, смысл простой. Количество детей. То есть оно разнится от субъекта к субъекту. И, конечно, должен быть единый термин. У нас одна страна, и, собственно говоря, должны быть единые требования. Потому что можно говорить, что многодетная семья где-то это 4 ребенка, где-то 5. Но все-таки я считаю, что в нынешних условиях, тем более в условиях коронавируса, когда нанесен серьезный удар, в том числе по финансовому фундаменту наших граждан, которые кто-то потерял доход, кто-то потерял вообще работу и полностью потерял денежные средства. Мы, конечно, пытаемся помочь. Кстати, партия ЛДПР первая запустила проект волонтерский «Помоги соседу». И, то есть, собственно говоря, мы сейчас работаем над этой проблемой, помогая людям, которым 65+. То есть, это с благодарностью и уважением наша акция, когда мы раздаем продуктовые пакеты, продуктовые наборы за свой счет. В принципе, делаем это. Вот таким образом поддерживаем наших граждан. Ну, собственно говоря, то есть работы у нас хватает. И что касается многодетных семей, конечно, им также нужна поддержка. И мы в свое время вносили законопроект о поддержке многодетных семей, которым вводился единый термин. То есть мы посчитали, что 3 ребенка – это вполне себе многодетная семья. Но, к сожалению, наш законопроект был отклонен. Но мы по-прежнему считаем и будем добиваться того, чтобы все-таки он был введен и, соответственно, предоставлялись этому положению наших семей, предоставлялись им соответствующие льготы, в том числе по коммунальным услугам. Я также предлагал выделять автомобиль, правда, это не семье от 3 человек и выше, семье уже от 5 человек и выше, потому что действительно, то есть люди испытывают сложности, им надо развести детей, кого-то в секцию, кого-то в детский сад. И, конечно, с 5 ребятами где-то ездить на автобусе, ну, достаточно сложно. Поэтому это просто жизненная необходимость. Причем такая практика в отдельных субъектах имеется, кстати, в том числе в Хабаровском крае. Ее следует распространить на всю страну. Мы предлагали автомобиль отечественного производства от 7 мест. Ну, в принципе, это «Газель». Я считаю, что это немаловажно для поддержки наших семей, многодетных семей. Я могу сказать, что это даже их можно назвать героями в нынешней ситуации. Поэтому, конечно, их надо поддержать. Иван Константинович, остается буквально 3 минуты, а вопросов еще хотелось бы хотя бы 3 задать. Да? По части здравоохранения коронавирус у нас еще остается. По-прежнему, что важное здесь? Ну, вы понимаете, тут много вопросов по введению мер. Да. Людям надо понимать, в первую очередь, степень ответственности перед другими людьми. Не надо забывать о том, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. И надо помнить, что болезнь это смертельная болезнь, нехорошая болезнь. Надо все-таки ответственно подходить к тем людям, которые находятся рядом, и соблюдать все меры.
Понятно, что от субъекта к субъекту ситуация разная, и на уровне субъекта, исходя из ситуации, надо принимать необходимые меры. Но в первую очередь надо начинать с самого себя. Самому себя вести ответственно и соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не нанести ущерб другому. А ущерб – это смерть. Ну, это, я думаю, многие должны уже, в конце концов, понимать за эти 2 года. Конкурс «Юные техники-изобретатели» остается ли он? Да, остается. Конечно, слава богу, нам удалось провести в очном формате в этом году на базе Уфимского государственного нефтяного университета, одного из ведущих вузов нашей страны, да и вообще, я считаю, что и мира. Спасибо руководству и Олегу Баулину, в первую очередь, за то, что он поддерживает. Это очень важное, на мой взгляд, мероприятие. И мы собираемся на федеральном уровне. К сожалению, коронавирус нам не позволит провести его очно, а в дистанционном формате провести его 2 декабря из Государственной Думы. Уже совсем скоро. Да. И по части экологии законопроект о пчеловодстве. Да. Но это не совсем экология, это все-таки пчеловоды. Это огромный слой наших граждан, тем более в нашей республике. Мы говорим про поправки к закону о пчеловодстве, которые внесли наши коллеги, тоже из оппозиционной партии. Не буду называть ее. Но он не отражает чаяний наших пчеловодов и фактически выбрасывает за пределы правового поля 93% пчеловодов, которые ведут личные подсобные хозяйства. Закон о пчеловодстве учитывает интересы в основном только ООО и ИП. Это неправильно, мы будем это менять. Я не буду погружаться в детали этого законопроекта, но я считаю, что наших пчеловодов надо защитить. Тем более люди, которые вносили этот законопроект и принимали его большинством, они не учли, можно сказать, наследие, наше культурное наследие, наследие нашей республики. Это бортничество, как пчеловодство, которое имеется, в принципе, только в республике Башкирия. Конечно, этих пчеловодов надо защитить и сохранить наше культурное наследие, чем мы в Госдуме и будем заниматься. Спасибо большое, Иван Константинович. Я напомню телезрителям, что к вам можно обратиться через социальные сети, а также в Уфе. Советская, 18, это штаб партии ЛДПР. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики» был Иван Сухарев, депутат Госдумы 8-го созыва, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.